Здравствуйте, дорогие зрители! 21 января 1924 года, 18 часов 50 минут, в усадьбе Горки после продолжительной и тяжелой болезни в возрасте 53 лет умер выдающийся теоретик, революционер, советский государственный политический деятель, создатель партии большевиков, организатор Октябрьской революции и первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ильич Ленин. Его деятельность, во многом определившая ход отечественной мировой истории XX века, до сих пор вызывает ожесточенные споры как среди исследователей, так и обычных граждан. Одни называют его вождем пролетариата, другие – кровавым диктатором. Одни предлагают наконец-то перезахоронить его тело, другие настаивают на сохранении мавзолея как объекта культурно-исторического наследия. Мы не будем вдаваться в подобные фундаментальные проблемы и лишь затронем один небольшой эпизод из истории складывания культа личности Владимира Ильича Ленина на примере необычного издания, которое было опубликовано после его смерти. Оно называется «Книга Ленину. 21 января 1924 год», но обо всем поподробнее. В день смерти Владимира Ильича Ленина в стране был объявлен траур. На первых страницах центральных, губернских и уездных газет крупными буквами печатались соответствующие сообщения. Многие номера были полностью посвящены партийному вождю. В большинстве городов, в том числе и в Саранске, состоялись масштабные траурные митинги и шествия, проходившие на центральных площадях, где несколькими месяцами ранее проводились военные парады. На Советской площади, рядом с памятником борцам революции, был даже установлен почетный караул. В результате на одном из собраний была избрана делегация в Москву от Саранского уезда на похороны Ленина. В ее состав вошли Монькин, Агапов, Ларин, Пышкин, Грибова-Решетник и Парамонов. Указанная группа повезла с собой траурную ленту, которая была вышита Марией Николаевной Поляковой, а также специальное революционное заявление. По мнению исследователей, волна подобных траурных церемоний носила искренний и массовый характер, так как соответствовала настроению большинства людей, переживших войны, революцию, голод и эпидемии. 23 января в багажном вагоне номер 1691 гроб с телом Владимира Ильича Ленина был доставлен в Москву и установлен в колонном зале Дома Союза, где в течение 5 дней и ночей проходило официальное прощание. О пребывании саранской делегации в Москве известно немного. Одним из таких источников является статья Григория Евсеевича Зиновьева «6 дней, которых не забудет Россия», опубликованная в «Правде», где описывался процесс передачи знамений и заявления. В склепе мы прикрываем гроб с останками Ильича, двумя знаменами. Двумя из 10 тысяч знамен, участвовавших в траурной демонстрации. Это знамена Коминтерна и Центрального комитета РКПБ. Но в последнюю минуту в склеп, вопреки караулу, пробирается пожилой крестьянин. Выждав удобные минуты, он передает нам маленькое траурное полотно при грамоте от крестьян Саратского уезда. Рядом со знаменами двух могучих организаций, заставляющих трепетать всю мировую буржуазию, пристроилось также знамя крестьян Саранского уезда. За 3 дня в почетном карауле простояли более 9 тысяч человек, а у гроба прошло около миллиона желающих проститься. 27 января гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади временном мавзолее. Впоследствии все венки, плакаты и знамена, возложенные на могилу Ленина, были подробно и тщательно сфотографированы, описаны и опубликованы в книге «Ленину» 21 января 1924 год. Оперативно издана типографией «Гознак» тиражом 13 тысяч экземпляров. Рассмотрим ее поподробнее. Объем книги составляет 517 страниц в мягкой обложке, причем часть тиража печаталась в твердом полукожаном переплете. Черный мрачный цвет обложки с траурным венком и лентами очень сильно напоминает мраморную надгробную плиту, что неудивительно, учитывая содержание книги. Издание отличается высоким для того времени качеством печати, плотная мелованная бумага, множество цветных иллюстраций, наклеенных на картон и защищенных папиросной бумагой. Все венки были распределены по группам: от государственных учреждений советских республик, от организаций РКПБ, РКСМ и коммунистических партий других стран, от профессиональных организаций, от рабочих и крестьян, от Красной армии, от кооперации, от детей и разные.
Надписи на национальных языках и наречиях, а также иностранных языках приведены с сопровождением русского перевода их. На странице 133 приведено революционное заявление от трудящихся Саранска, согласно которому наши земляки обещали ответить на смерть Владимира Ильича Ленина грохотом машин, стуком молотков, взмахами крыльев красных аэропланов. Также здесь приводится описание красной ленты, обшитой черной бархатной каймой с напечатанными словами, приведенными выше. Лента имеет красную подкладку, где приведено еще несколько фраз. Также в конце книги приведены общие групповые снимки знамен, стягов, плакатов и лент в помещении Георгиевской залы Большого Кремлевского дворца, где они временно хранились. На одной из фотографий можно увидеть саранскую траурную ленту с революционным заявлением, копия которого в настоящий момент хранится в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее. Данная книга стала первым советским парадным изданием, также одним из первых документов складывающегося культа личности Владимира Ильича Ленина. Основная его цель заключалась в том, чтобы показать масштаб похорон, а также народной любви и уважения. Впоследствии похороны других советских вождей значительно отличались по размаху от событий января 1924 года. Однако данный опыт стал не только первым, но и довольно интересным, учитывая данное издание.